Тяга к странствиям у этого молодого парня в крови. 18 лет Никита Васильев проехался автостопом по Украине и Белоруссии. В прошлом году пересел на велосипед и исколесил родную Чувашию. Нынешнее путешествие началось полгода назад. Нижегородская область, Мордовия, Пенза, Саратов, Волгоград, Краснодарский край, затем Крым. Оставив позади почти 5000 километров, сегодня Никита колесит уже по Северному Кавказу. С собой у путешественника минимум багажа. Только один из предметов, флаг Чувашии, несет идеологический смысл. Все остальное имеет практическое назначение. Мое снаряжение достаточно простое, нет ничего сложного. Палатка, зимний спальник, коврик и теплые вещи. Это основное. Это в плане одежды. В плане еды я всю еду готовлю на костре. То есть у меня котелок. Помимо бытовых неудобств, ради дальней дороги пришлось пойти и на другие жертвы. В частности, оставить Чувашский госуниверситет, где Никита учился по призванию, на географа. Теперь любимый предмет он изучает уже не в теории, а на практике. Мне интересно познавать все самому, все на своем опыте, видеть народы, видеть, какие они дружелюбные на самом деле. Ты видишь, сталкиваешься с ними, и это прекрасно. И поэтому в будущем я хочу заниматься также педагогической деятельностью. В плане географии, передавать свой накопленный опыт своим ученикам, подрастающему поколению, рассказывать, как оно есть, как я сам все это видел. Часть из того, что уже повидал путешественник, Никита публикует в своем блоге в социальной сети. Это своего рода судовой журнал. Здесь в хронологическом порядке дорожные знаки с названиями населенных пунктов, фотографии городских достопримечательностей и живописных мест ночевок, обретенные знакомые и друзья, причем не только среди людей. Это Адыгея. Едем с Барбосиком. Барбосик меня догоняет, обгоняет. Смешной песик. Вот велосипед. Задний тормоз не работает. Как так ездить, а? За день Никита преодолевает в среднем около 100 километров. Как только начинает темнеть, выбирает уединенное место, разводит костер и, уютно устроившись в палатке, читает книгу или слушает плеер. Музыка это бывает моим стимулом, потому что дорога, тоже в дороге приходит уныние. Есть такие моменты, что никуда не хочешь ехать, хочешь просто упасть и отдохнуть, морально отдохнуть. И музыка, она придает жизнь. Можно послушать 2-3 трека, и уже ты снова живой, снова хочешь ехать в дорогу. Музыку Никита слушает самую разную, от электронной до русского рока, но на его интернет-странице только один символический трек – песенка из мультфильма про кота Леопольда. Кручу, 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 педали кручу, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке, навстречу радуге дуге. Пусть дорога вдаль бежит, грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу. Теперь на странице чувашского путешественника есть небольшой рассказ и о столице Карачаево-Черкесии. Только заехал в Карачаево-Черкесию, заехал в село за водой попросить, а меня тут же усадили за стол, накормили, рассказали про свой народ, потому что нагайцы такие же тюрки, как и мы, чуваши, и мне было очень... Чувствовал какую-то домашнюю теплоту, как будто я у себя дома в Чувашии. Как известно, на Кавказе люди гостеприимные, тут нужно многим народам учиться у кавказских. Людям интересно, они сами идут на контакт. Они сами подъезжают, спрашивают, откуда ты, зачем, почему, нужна ли мне помощь. Сами спрашивают. И хотя Никита сам никогда не просит о помощи, она ему явно не помешает. В это трудно поверить, но он принципиально путешествует без денег. Нет никаких спонсоров, ни попутчиков, а значит и никаких обязательств. Только дорога, вернее 100 дорог на выбор. Бывает и то, что бывают деньги, но ты уже чувствуешь совсем все по-другому. Когда у тебя нет денег, ты вынужден выходить на контакт с людьми. Просто там воды попросить или еще чего-то. То есть без денег интересно. Я уже чувствую, что я начинаю становиться диким таким. Я не могу спать в помещении, я не могу просто заснуть. Мне только нужна палатка. Неважно, холодно, дождь. Только палатка, только птички, только свежий воздух, костер.
Путешествую я только один, потому что я решил, что это только мой путь. Уже через несколько дней после этих съемок Никита был в Кабардино-Балкарии. Посмотреть на Эльбрус своими глазами – его давняя мечта. И если в древние времена путешествия были важны с точки зрения новых открытий, то в современном мире информацию о любой точке планеты можно получить, не отходя от компьютера. Ну и тогда, и сейчас на такие странствия были способны только единицы – сильные люди, которых не сломить пытливым разумом и открытым сердцем. Кто-то считает их по меньшей мере странными, другие говорят, что на таких держится этот мир. Руслан Альботов, Миха Каракелян. Итоги недели.